Аул Бергуль основан в начале 1800 года. Татары, аборигены Сибири, после долгих скитаний облюбовали место между двумя озерами и осели. Жители в основном занимались охотой и рыболовством. Было построено около 10 землянок. Народ понемногу начал прибывать. Это были пришлые сибирские татары или волжские ссыльные татары. В конце 1800 года в Аул-Бергуль переехали и анганские татары. Ну как живем? Ну я здесь приезжие называюсь. В 86 году приехали. Ну у меня детей, если детей спросите, семья большая была. Вот кормить надо было, одевать, обувать, вязать по одному варежку, да 9-10 варежек за зиму, 10 носков надо было вязать. И столько сделала я. Ну, дети не обижаются, я 9 детей вырастила, слава Богу. Теперь внуков где-то 12, не сосчитаю даже, 12 внуков и 5 внучек. Итого 17 внуков. Вот так живем. Здесь живут дети, помогают иногда. Не иногда, а все время помогают. Спасибо. Коренными жителями района были татары. Заботой Каинского форпоста была защита барабинских татар от враждебных посягательств. У нас татарская деревня. И чтобы дети не забывали свой родной язык, в школе мы преподаем уроки татарского языка. Мы на этих уроках разговариваем на татарском языке, поем песни на татарском языке, вспоминаем игры, которые играли дети раньше. Tibrangan hislerden, ing mattur төсләрдән, булганда җыр яккан күңелгә. Җыр бит ул яшәртә, җыр бит ул яшәртә, картайтмый кешене гомергә. Хайрлы күн, исәнмесез, қонақтар. Здравствуйте, дорогие гости! Вас сегодня встречает Аул-Бергульский дом культуры. Татарская культура, как и многие другие культуры этой древней земли, часть многонациональной картины современной жизни района.